На обзоре башкирские глины. Лесная желтая. Такими с яркими прожилочками. С белым отливом. Такие кусочки. Беловатые есть. Потемнее, посветлее. Интересные. Эти как будто пиленные. С разводами. А тут такая вот она. Не гладкая, здесь гладкая. Вот и пачкает. Это лесная желтая. И есть тугая, желтая тамьянская. Вот. Тут тоже она такая, как будто пиленная. С рисуночком. В основном практически одного цвета. Есть небольшие разводы. Внутри вон тоже видно рыхлая глина. Вот. Есть вот такие кусочки. Начнем с лесной. Откусывается с глухим хрустом. Глухо хрустит. Такой рисуночек интересный. Сначала сушит, потом набирает влагу в жирный комочек. Вкус не очень яркий. Приглушенный, ненавязчивый. Вкус меловой, с травянистыми нотками. Глина такая более, как жирный каолин. Масса такая во рту. Чистая. Ни малейшего скрипа. Постепенно тает. Поблескивает. Плотная. Одной рукой не сломаешь. Кусается легко. По структуре похожа такая на печеньку. Откусила, она так рассыпается во рту, когда ее жуешь. Как будто много таких сухих крупиночек. В один комочек. Вкус тоже не очень яркий, но немного поярче, чем у этой.
Есть меловые нотки. И что-то такое цветочное, что ли. Интересные глины такие. Глина чистая, но у нее в конце на зубах такой прям микро пыль остается, как у многих башкирских глин. Обе глины не масляные, жирные, но не как масло, более кремовые. Вот. Советую попробовать.